Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ директор Северокавказского филиала Центра современного искусства Галина Тебева. Галина Мирбековна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у нас в студии, тем более, что сейчас для вас самая горячая пора, пожалуй, готовитесь к форуму Аланика. Как сейчас проходит подготовка? Все ли готово? У нас действительно полным ходом идет подготовка к 8-му международному художественному симпозиуму Аланика. Как обычно, определен уже состав участников. Как обычно, мы собираем уже драфты проектов, которые художники будут делать во время симпозиума. Готовим необходимые для этого материалы, оборудуем рабочие места. Все это будет проходить в помещении, любезно нам предоставленном нашей национальной научной библиотекой, то есть отремонтированное фойе и актовый зал. Это достаточно большие пространства, где мы оборудуем каждому рабочее место в соответствии с их запросами. И заключительная выставка проектов, 20 проектов, которые будут сделаны в ходе симпозиума, тоже будет проходить там же, в фойе Национальной библиотеки. В общем-то, последнее время это как раз то выставочное пространство, которым пользуется Северокавказский филиал Центра современного искусства, реализуя какие-то свои выставочные проекты. В этом году география участников также достаточно широка. Международный статус симпозиума подтвержден. И должна отметить, что 8 лет – это уже большой срок. И то, что такой форум, художественный форум, ежегодно проходит и продолжает существовать, надеюсь, и будет существовать, это, конечно же, заслуга, наверное, правительства республики, которое поддерживало все эти годы. И, видимо, все-таки мы, работая правильно и эффективно, заслужили и поддержку Министерства культуры Российской Федерации, которое уже 3 года поддерживает проект из федеральной целевой программы «Культура России». Должна похвастаться, наверное, любители искусства и те, кто следят за нашей деятельностью, за историей развития симпозиума, что последние 2 года мы номинанты государственной премии в области современного искусства «Инновация». Мы 2 года подряд высоким жюри выбираемся и включены бываем в 5 лучших проектов в номинации «Региональный проект современного искусства». Симпозиум этого года обещает быть очень интересным. Тема симпозиума, определенная куратором, это прерванные смыслы, то есть это художники попытаются своими работами исследовать проблему разрывов, пробелов в общечеловеческих ценностях, пробелов в прошлом, которые, в общем-то, повлияли на формирование постсоветской визуальной культуры. Немножко доработав, я думаю, и расширив идеи куратора, сейчас объясню, почему мы берем на себя смелость это сделать, мы, наверное, раздвинем чуть-чуть рамки этой темы и предложим художникам не просто обозначить эту проблему и зафиксировать ее в своих произведениях, а попробовать соединить, найти путь, как соединить эти смыслы. И мне кажется, результаты могут быть очень интересными. Судя по тем проектам, драфтам проектов, которые присылают художники, многие из них обращаются, очень серьезно уже сейчас работают над тем, что они изучают наш местный контекст, нашу литературу, нашу письменность и так далее, и так далее. Мне кажется, будут какие-то очень интересные для нас, именно для нас проекты. И это особенно ценно, потому что вот для меня всегда особенно ценно, когда в работах приезжих художников есть рефлексия на то, что они видят здесь. Ну вот в том пресс-релизе, который сейчас есть, да, в планах центра, написано, что помимо работы Аланики, всех гостей планируется отвезти в горы, да, показать им наши достопримечательности. И то есть, исходя из этого, мы можем говорить, что помимо развития искусства, Аланика еще и действует на то, чтобы формировать положительный имидж Северного Кавказа, что сейчас одна из главных задач руководства. Ну, в общем-то, именно это и
должны понимать наши коллеги, наверное, и, может быть, с большим вниманием к этому проекту относиться, потому что это связь все-таки и с туризмом и так далее. Вот у нас есть художники из Великобритании. Вот один художник, когда он получил наше приглашение и уже принял как бы решение участвовать, первое, что он написал: скажите, пожалуйста, нас повезут в Даргавс? А нас поведут вот в этот вот музей, потому что они, общаясь друг с другом, они передают эту информацию, им это интересно, а не может быть неинтересно то, что они видят здесь. И да, действительно, мы планируем определенную экскурсионную программу, но это не ради развлечения, а ради того, чтобы они погрузились в местный контекст, чтобы они больше ознакомились с культурой, с традицией, с обычаями нашими, потому что в любом случае нам интересен взгляд со стороны на нас, а взгляд художника, мне кажется, он еще более интересен. Но вот вы говорите о том, что и в этом году международный статус форума он подтвержден, но при этом, исходя из нынешней политической ситуации, можем ли мы говорить о том, что санкции Европы как-то сказались на количестве и списке приглашенных художников? Если бы вы знали, как они сказались. 2 дня назад мы получили сообщение от куратора и группы приглашенных ей художников, что в связи с политическими событиями, с политической ситуацией на Украине, они не могут участвовать в симпозиуме. За 6 дней до начала симпозиума симпозиум остается без куратора. Ну, на мой взгляд, это не очень профессиональный поступок куратора, если делать аналогии с той же манифестой, которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Очень много было, конечно, тоже дискуссий по поводу участия в этом форуме. Но позиция куратора была тогда несколько иная. Он сказал, что я участвую, а художники принимайте решение. Кто-то отказался, но кто-то продолжал участвовать. И, на мой взгляд, художники, те, которые все-таки приедут, вот это будет позиция настоящего художника, потому что во всем мире происходят политические катаклизмы. Происходят, ну не будем перечислять, турецкая Стамбульская биеннале проходила в то время, я была там, когда на площади Таксим использовали там слезоточивый газ, я сама попала вот в эту ситуацию и так далее, но тем не менее событие было. Ведь художник, участвуя вот в таких культурных ивентах, он как раз имеет возможность сделать свое художественное высказывание и обозначить им свою гражданскую позицию. Так что, я думаю, те, кто приедет, это будут настоящие художники. Вот. Ну, а как получилось-то? Дело в том, что этот год же был объявлен годом культуры Великобритании и России. И у нас куратор была из Великобритании, Сара Раза. А она пригласила, ну, функция куратора собрать состав художников, определить концепцию. Она это сделала, но она и разрушила теперь этот состав, потому что многие из-за того, что, ну, кто-то, может быть, испугался, кто-то, может быть, нам очень много вопросов задавали, летит ли самолет над Украиной. Но мы писали, что он не летит, мы посылали сайты компаний, которые большими буквами делали у себя там объявление, что нет, это безопасно. На самом деле в их письмах я больше увидела тревогу и опасения за безопасность полета, но никак за солидарность, допустим, с какими-то другими взглядами. Да? Вот. Но ничего, дело в том, что репутация симпозиума уже достаточно серьезна. Банк данных художников достаточно обширен, причем художников весьма статусных, известных. И я думаю, что для нас особого труда не будет найти замены. И ну, тут приходится делать, конечно, акцент на художниках из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии. Сейчас мы с ними плотно переговариваем, потому что сложность в чем? Что хороший художник, он расписывает свои графики заранее. И, конечно же, многие просто заняты уже на это время. Но, тем не менее, мы нашли людей, которые, в общем-то, готовы приехать и поработать на симпозиуме Аланика. И я думаю, что результаты мы покажем, как обычно, высокие. Ну, то есть ваша позиция такова, что политика отдельно, искусство отдельно, и сейчас вы не согласны, да, с таким решением?
Я не говорю о том, что политика отдельно, а искусство отдельно. Я говорю, это моя личная точка зрения. Будь я на месте художника, я бы использовала возможность поучаствовать в таком событии, чтобы высказать свою какую-то позицию, свой взгляд на эти политические события, если они художника волнуют. А если сейчас уже такая проблема существует, может, есть какие-то уже наработки, кто, возможно, станет куратором этой Аланики? Нет, куратора в такое время, во-первых, это некорректно менять куратора. Куратора как такового не будет, но ничего страшного в этом тоже нет, потому что это, в общем-то, практика распространенная в мире. Многие симпозиумы обходятся без куратора. У них иногда не бывает даже темы. Это просто та высокая планка, которую задали мы сами для своего симпозиума. Вот. Но контроль за творческой составляющей симпозиума будет осуществляться арт-директором Государственного центра современного искусства нашего московского офиса Леонидом Бажановым. Это очень известная персона в арт-мире, так что я думаю, что мы с этим справимся. Координацию симпозиума продолжит, как она и начинала. Мы пригласили для этого независимого куратора и художника из Азербайджана, участницу прошлого нашего симпозиума Аланика Сабину Шехлинскую. Ну а вся организационная часть и так далее, это все лежит на штате Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства. То есть, несмотря на то, что происходит сейчас в мире, Аланика стартует вовремя. Аланика стартует вовремя. Симпозиум не отменяется. У куратора были попытки предложить перенести симпозиум на следующий год и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, взвесив все, я приняла решение и как бы написала всем художникам, что никаких законных, официальных причин для переноса этого события нет. Ну, а тут уже право каждого решать, участвует он или нет. Открытие Аланики каждый год проходит очень торжественно, с участием первых лиц республики. Что в этом году планируете провести? Может, какое-то такое торжественное в этом году особенное открытие будет? Мы планируем пригласить первых лиц республики. Как они прореагируют, я не знаю. Надеюсь, что они будут. Ну, это будет открытие, это будет представление авторов, участников симпозиума. Это будет возможность на мониторах, которые мы там установим, посмотреть историю развития симпозиума. Мы будем показывать эти фильмы. И будет пресс-конференция, кстати, всех журналистов я приглашаю, используя эту возможность в эфире. И знакомство с участниками, беседа, ну и как обычно. Уже сейчас мы знаем, что открылась выставка предыдущих работ Аланики. Чьи работы там представлены? Ну, там представлены. В этом году мы решили, опять-таки, за 8 лет уже какие-то традиции у симпозиума есть, и мы обычно предваряем открытие симпозиума выставкой работ, созданных в предыдущие годы участниками симпозиума. В этом году мы решили показать работы художников из Осетии, участников предыдущих Аланик. Какая у этого цель? Ну, во-первых, лишний раз дать возможность зрителям посмотреть на работы наших замечательных художников. А вторая, к нам во время Аланики приедут очень серьезные журналисты, критики, искусствоведы. И мне кажется, им всегда это бывает интересно. А мне достаточно сложно в силу напряженного графика работы симпозиума всех взять и провести по всем мастерским. И вот это как раз будет возможность показать работы наших художников и, может быть, обратить на них и лишнее внимание каких-то очень авторитетных персон в этой области. Ну и похвастаться тем, какие у нас есть художники. Да? Проекты участников Аланики, они создаются непосредственно во время симпозиума, то есть в течение 2 недель, где будут размещены мастерские, какие площадки, возможно, будут задействованы в этом году? В этом году все будет проходить на территории Национальной научной библиотеки, в фойе. Она недавно была отремонтирована, и вот любезно они дают нам возможность. Мы вообще, Северокавказский филиал, в последнее время реализует там свои проекты, в общем-то, как-то организовав это выставочное пространство. Там же будут размещены рабочие места для художников в соответствии с их запросами, которые заранее они нам уже прислали. Мы знаем, кому что нужно. Там они будут работать. Это все открыто для публики. Люди могут приходить, смотреть, как это происходит. Они могут общаться с художниками, задавать им вопросы. Дело в том, что я бы это назвала даже какими-то, так сказать, творческими лабораториями, во время которых художники просто покажут
весь процесс создания произведения современного искусства от идеи к его реализации. А вот будет ли возможность, может, напрямую поработать у ребят, которые сейчас молодые художники осетинские, вот с уже именитыми художниками приглашенными? Вы знаете, мы это всегда практиковали, мы всегда готовы к сотрудничеству, мы всегда это приветствуем. Конечно же, это своеобразный мастер-класс. То есть наши ребята из художественного училища всегда приходят, и они помогают участникам симпозиума, в общем-то, таким маститым художникам уже, реализовывать их проекты. И мне кажется, для молодого начинающего художника это супер мастер-класс. Так что я очень надеюсь, что они используют эту возможность. Что касается привлечения наших молодых сил, в этом году мы дали объявление о наборе волонтеров для работы на симпозиуме. И небольшое количество, но тем не менее отозвались. У нас 9 волонтеров. Требования были это знание иностранного языка. И в основном это студентки Института цивилизации. И мне кажется, для них это очень хорошая и языковая практика, и плюс они окажутся как раз в центре такого события, где они увидят и технологию его организации, как это все происходит. Я думаю, для них это тоже будет очень полезно. А для нас это большая помощь, потому что, допустим, вот платить профессиональному переводчику за то, что художника надо повезти, допустим, в фотолабораторию, мы лучше эти деньги потратим на что-то более серьезное для симпозиума, потому что их всегда не хватает, чтобы сделать большой проект. А что касается переводчиков и зарубежных гостей, все-таки, вот вы сказали о том, что многие британцы отказались приехать, а кто все-таки остался в списке? Возможно, Турция, Нидерланды, Индия, Марокко, Антверпен, Бельгия, Италия. Это те страны, которые, несмотря ни на что, готовы... Это те художники. Это не те страны, это те художники. Англичане тоже остались. Кто-то из англичан остался, кто-то принял решение не принимать участие. А вы говорили о том, что будет для них организована экскурсионная программа. Может, куда конкретно повезете, что именно готовы показать? Мы планируем повезти их в Алагирское ущелье. Мы планируем им устроить по дороге, естественно, показать какие-то достопримечательности и устроить так называемое этнографическое застолье, где согласились в этом поучаствовать наш замечательный молодой коллектив «Кона». То есть это аутентичная музыка, песни, это тосты красивые старших, не такие, во что, к сожалению, превращаются сейчас некоторые застолья, а то, как это должно быть. С какими-то историями, с какими-то текстами, сопровождающими это, с танцами осетинскими. Я думаю, что мы сможем сделать это для них интересной поездкой. Вот какой вопрос еще. Современное искусство, оно, наверное, все-таки не для всех. И не каждый его понимает. Мы помним тот случай, когда пару лет назад далеко не все горожане приняли ту инсталляцию, которая была на пруду в парке. Вот вы как считаете, за пару лет отношение горожан к современному искусству поменялось? Или все-таки просто некоторые стали спокойнее относиться? Я надеюсь, что стали спокойнее относиться. Я вижу, что все больше молодых людей приходят к нам на наши проекты и реагируют несколько. Это очень длительный процесс, конечно же. И на самом деле это не только здесь. Это во всем мире. Вы думаете, в Москве по-другому. Но что я хочу сказать, к чему всегда призывают наши участники симпозиума? Задавайте вопросы, спрашивайте. Кстати, мы что сделали у себя в выставочном пространстве Национальной научной библиотеки? Сейчас у нас внедрено такое приложение для мобильных телефонов Smart Museum. То есть это на каждой этикетке код, подходя к которому, скачав бесплатно приложение, это Smart Museum на свой телефон, вы можете прослушать информацию о том или ином произведении. Это для особо стеснительных, которые, допустим, может быть, постесняются подойти и задать вопрос. Мы постараемся этот контент сделать очень содержательным, чтобы прояснить какие-то вещи для наших зрителей. Помимо всего прочего, в этом году уже второй раз подряд пройдет еще и форум молодых художников Северного Кавказа «Арт Кавказ Next». Что в его рамках запланировано? Кто приглашен?
Приглашены молодые художники, это до 35 лет, официально считается молодой художник, статус молодого художника. Приглашены молодые художники из Осетии, из Южной Осетии, из Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края. А курирует эту часть, параллельную программу симпозиума Аланика, мы его называем форум Art Кавказ Next, наш замечательный, любимый друг, земляк Растан Тавасиев, художник, московский художник, молодой московский концептуалист, который уже был участником и самого симпозиума Аланика, и мы организовывали здесь выставки его произведений. Тема этого молодежного форума «Будущее», то есть как художник молодой ощущает себя в будущем, как он хочет это будущее изменить, то есть как он оценивает, наверное, все-таки и сегодняшнюю ситуацию, окружающую его, и к чему нам надо, как он думает, к чему надо стремиться в будущем. На мой взгляд, это очень интересная тема, и не буду раскрывать секреты. Там есть, уже я вижу, тройка просто потрясающих проектов, которые, на мой взгляд, будут ничуть не хуже такой взрослой части симпозиума Аланика. А что касается будущего, Аланике через пару лет исполняется уже 10 лет, это такой внушительный возраст для симпозиума. Каким вы видите Аланику, наверное, в ближайшее время, что готовы менять и к чему стремитесь? Ой, вы знаете, нас часто упрекают, что мы приглашаем художников извне, иностранцев много и так далее, и так далее. Вот я бы с радостью, вот если бы 10-ю годовщину, мы бы собрали северокавказских художников с хорошими уже биографиями, с хорошим CV, с высокими ценами на их работы. Вот наша цель ведь Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства – это найти здесь, выявить на Кавказе тех молодых художников, которые работают в области современного искусства, помочь им продвинуться, соединить эти художественные сообщества и так далее. Это вот та цель, которой мы добиваемся. И если у нас это получится, если в 2010 году мы соберем серьезных, статусных северокавказских художников, вот это будет здорово. Ну что ж, я думаю, за 10 лет Аланика вполне в состоянии воспитать своих родных художников, и это, наверное, будет главное достижение. Я думаю, после такого разговора очень много людей, на самом деле, даже тех, кто не собирался, все-таки пойдет и посмотрит работы Аланики. Всех, надеюсь. Учитывая то, какое количество, возможно, зарубежных гостей готовы предоставить организаторы форума, в этом году, может, даже рекордное количество посетителей будет. Мы вам в любом случае этого желаем. И Осетия ТВ также будет освещать форум в полном объеме. А я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ была директор Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева. Галина Мирбековна, спасибо вам за интересную беседу и удачи с организацией форума.